На перекрестке ветров, в шаге от пропасти, парит древняя святыня. Каждый ее камень дышит особой историей, а полуразрушенные стены до сих пор хранят лики святых. Зрукский храм Успения Пресвятой Богородицы – старейший христианский памятник Горной Осетии. Православный символ построили еще в XI веке. Когда сюда пришел Тамерлан и полностью фактически истребил и аланов с лица земли, и аланскую государственность, люди вынуждены были спасаться в горах, сохранять те остатки культуры, цивилизации. Вот мы, например, знаем имя Нана Задолеска, бабушка из Задолеска, которая занималась воспитанием тех детей, которые остались живыми после этого страшного разгрома. Христианство хранилось в душах людей. Что-то они как-то модифицировали, к чему-то добавляли свои какие-то верования. Но не было ни книг, ни священников. Храмы, которые остались, они, в общем-то, многие очень сильно были разрушены. Вот, сохранились такие замечательные храмы, как Зрукский Успенский собор, храм Фараскатта, другие горные храмы. Там, куда не могла дотянуться рука завоевателей. Нузальская церковь помнит тысячи прикосновений и молитв. Ее память уходит в далекое прошлое. Дыхание веры в этом крошечном пространстве пронизывает насквозь. Средневековые фрески сохранились практически в первозданном виде. Образы святых выдают византийскую традицию иконописи. На аланскую землю православие пришло из Византии. Великое крещение состоялось в 916 году. Так аланы стали первыми христианами на Северном Кавказе. Новая вера дала импульс в развитии письменности, архитектуры и культуры. Это признак того, что Алания была уже сформированным государством со своей властной структурой, и вот получилась твоя духовная власть. И плюс еще Алания вливалась в сферу таких же государств, сильных православных и христианских на тот момент, то есть на равных с другими, в первую очередь с Византией. Они становятся единоверными византийцам, и мы знаем, что заключались даже династические браки между византийскими императорами и аланскими царевнами. То же самое касается и Руси. Мы знаем, что одна из таких ключевых фигур средневековья аланского, святая благоверная княгиня Мария Ясня, супруга князя Всеволода Большое Гнездо, великого князя Владимирского, является бабкой святого князя Александра Невского. Вековые храмы история не пощадила. Нерушимыми оставались вера и воля в сердцах христиан. Из руин Средневековья Осетия возродилась в XVIII веке. Руку помощи подала Россия. Когда Осетия была принята в состав российского государства, тогда же здесь появились священники, возникло общество просвещения Осетии. Эти люди стали трудиться, и вот новые всходы взошли в XIX веке с появлением таких людей, как владыка Иосиф Чапаевский, протоиерей Аксоколиев, другие просветители Осетии. Нельзя не вспомнить, безусловно, народного праведника Костахи Тагурова, который сделал очень много для просвещения тоже христианского своего народа. Костахи Тагуров – особая фигура для каждого осетина. Его творчество вдохновляет и возвышает. Оно вне времени и пространства. Например, здесь, в Остинском соборе Вознесения Господня, сохранились росписи Костахи Тагурова. Именно это обстоятельство сыграло решающую роль в судьбе храма. В 30-е годы прошлого века жители города вышли на его защиту. Духовному выбору Осетия никогда не изменяла. Даже в эпоху гонений здесь всегда были хранители веры. Сегодня дорога к храму открыта для каждого. Под покров Божий приходит все больше молодежи. Алтарником стало необычно вообще. Сначала я послушался на клиросе, учился читать, научился искусству церковного чтения. И в один летний день как-то получилось, что все алтарники заболели, и некому было помогать священнику, и позвали меня, и так я остался в алтаре. Первый раз, когда я вошел в алтарь, я, естественно, чувствовал трепет, потому что первый раз перед Святым Престолом и Жертвенником, когда на престоле святые дары, меня очень тепло приняли. На самом деле у нас в алтаре такая очень семейная атмосфера. Благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Вторым домом
церковь стала и для Тамары Ольховик. Служение девушка проходит на клиросе. Про таких говорят, словно светится изнутри. Ее миссия – проповедовать хоровым пением, нести утешение и успокоение прихожанам во время службы. Когда просто человек приходит и думает, что вот он пришел, спел, ушел, не получается. Получается концерт, получается все что угодно, кроме службы, все что угодно, кроме молитвы. И самое главное, ведь в церковном пении у нас слова, молитва, то есть не столь важно, какое замудренное будет это песнопение, сколько там будет нот, на сколько голосов это будет спеться. Главное, чтобы это было спето и донесено до прихожан, что это именно молитва. Донесены должны быть слова. Пение и молитва неразделимы. Музыкальных знаний и умения дирижировать на клиросе недостаточно. Регент должен знать Священное Писание и читать на церковнославянском. Подбираются люди, которые знакомы с нотами, знакомы с церковным пением и голосами, естественно, более или менее подходят друг к другу. Благослови, душа моя Господа, благословен иси Господи. Adam júldar báuandúi jeferse. Új jechada grúchsnávud, Свет православной веры согревает Осетию 11 веков. Эту цифру сложно объять и осознать. Летопись отваги и самопожертвования, святости и великодушия. К памятной дате республика готовилась несколько лет. От реставрации храмов до презентации Библии на осетинском языке. Невероятный калейдоскоп событий, которые навсегда останутся в памяти. Tanartane montane piusion, dosi min simeron. Duni rafal di shagiuna katchen khasau, tabu daruch shnoman. Амин. Прошло несколько научных конференций, достаточно интересных и содержательных, несколько выставок, которые осветили значение крещения Алании в истории Осетии, сам факт принятия христианства, насколько он важен для народа. Я думаю, что в этом смысле можно сказать, что удовлетворительно. Но, конечно, много еще предстоит сделать, потому что не все, к сожалению, удалось закончить из того, что мы планировали. В частности, должны были быть созданы фрески в соборе, но, к сожалению, по разного рода причинам этого сделано не было, поэтому это как раз еще предстоит сделать, то есть работа не закончена, однако храм готов к службе. И то, что началось служение литургии, я считаю, что это хороший результат. Вера навсегда объединила Осетию и Россию. Связь времен и поколений не прерывается и по сей день. На небольшой территории, около 8000 квадратных километров, в едином танце сплелись множество культур и конфессий. Здесь молятся святому Георгию за традиционным остинским столом с 3 пирогами, красят яйца на Пасху вне зависимости от религиозной принадлежности. И с большим размахом все вместе празднуют крещение Алании. В 1000 страниц общей истории вписан тот самый уникальный генетический код мужественного народа, который однажды и навсегда сделал свой выбор – быть вместе с Россией.